Это телеканал Якутия-24. Сейчас предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию брифинга оперативного штаба республики по эпидемиологической ситуации в Якутии за последние сутки. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Вам слово о эпидситуации в регионе. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки, по данным Роспотребнадзора Республики, выявлено 220 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 126 случаев выявлено в столице нашей республики. И по всем районам, у нас практически по всем районам выявлено определенное количество случаев. Необходимо обратить внимание о большом количестве случаев от 8 до 6 выявленных в Вилюйском, Мирнинском районе, Алданском и Мегино-Кангаласском. Я хочу обратить внимание сегодня всех жителей республики на то, что ситуация, которая сложилась у нас, она на настоящий момент является подконтрольным как органами государственной власти, так и органами местного самоуправления. Летальных случаев по ковид за последние сутки зарегистрировано по данным управления Роспотребнадзора 3. За сутки проведено 3450 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала инфекции у нас обработано с начала эпидемии 725 125 тестов. Необходимо обратить внимание, что только что закончился и оперативный штаб, который проводил глава республики с районами республики, на котором было даны установки, связанные с последующей деятельностью и работой руководителей оперативных штабов районов, которыми являются главы муниципальных образований. Необходимо также обратить внимание, что вчера было подписано новое постановление санитарного врача Российской Федерации, в котором были учтены предложения главы Республики Саха-Якутия, направленные на ускорение получения тестов на ковид в отдаленных и труднодоступных местностях. В связи с тем, что в постановлении главного санитарного врача появились иные возможности тестирования помимо ПЦР, тестирования иными способами. Соответственно, сегодня дано поручение в дальнейшем нашим, особенно арктическим районам, для того, чтобы обеспечить быстрое выявление самой инфекции и определение в последующем при постановке диагноза. Дано поручение нашим районам продолжить закупку этих тестов ИФА по системе ИФА и по ИХА. Соответственно, на настоящий момент 14 муниципальных образований эти тесты уже закупили. Эта работа начата. И, соответственно, такая же установка дана и всем остальным районам республики. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент все-таки среди тяжелых больных у нас остаются больные, которые имеют возраст старше 65 лет, а также болеют и осложнены теми или иными хроническими заболеваниями. Мы понимаем, что у нас эта же группа так и остается группой риска. Поэтому я обращаюсь к нашим молодым гражданам. Сегодня нашим пожилым, тем, кто находится на самоизоляции, достаточно сложно и тяжело переживать этот период самоизоляции. Поэтому я прошу, соответственно, в том числе поддержать наше волонтерское движение и дальше продолжать работу по оказанию им помощи с соблюдением всех санитарных правил и требований. Это был традиционный брифинг оперативного штаба в прямом эфире. Далее начнем новости. Итак, смотрите в выпуске. Рейды в Якутске активно начали проверять пассажиров автобусов на соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Борьба с коронавирусом. Какие меры и действия предпринимают в районах? Сюжет из Алдана. «Мне не фиолетово». Всероссийская акция под таким названием проходит в городах более 30 регионов страны. Сегодня участвует и Якутия. По поручению главы Якутии Айсена Николаева в республике начали закупочные процедуры по приобретению медикаментов для амбулаторных больных. Таким образом, бесплатные лекарства для пациентов, больных коронавирусом с подтвержденным диагнозом и получающих амбулаторное лечение, поступят в учреждения республики в ближайшее время.
Отметим, что за период с марта по октябрь текущего года Министерством здравоохранения республики централизованно закуплено лекарственных препаратов за счет финансовых средств резервного фонда правительства Якутии. Промышленные предприятия Алданского района активно противостоят коронавирусной инфекции как на производстве, так и за его пределами. Благодаря этой поддержке в Алдане действует современная лаборатория по диагностике COVID-19 с правом принятия окончательного решения. Все подробности у нашего корреспондента Руслана Павлова из Алдана. В борьбе с COVID-19 компания «Полюс Алдан» не только принимает все меры по профилактике на производстве, но и активно поддерживает жителей Алданского района. Так, местному здравоохранению передано 6 аппаратов искусственной вентиляции легких и другая необходимая медтехника. Совместно с оперативным штабом в Алдане создана и успешно работает лаборатория по диагностике COVID. Они сделали все возможное для того, чтобы мы имели здесь на месте лабораторию, оснащенную современными методами анализов, в том числе экспресс-тесты, в том числе свабы и все, что необходимо для подготовки персонала. Приглашали видных деятелей науки, которые откорректировали, скажем так, работу здесь на месте, в том числе разделение поточности и все остальное. То есть, по факту, благодаря «Полюс Алдан» мы имеем такую хорошую современную лабораторию, результаты которой, полученные результаты, нет необходимости где-либо подтверждать. В «Полюс Алдан» проводятся регулярные медицинские осмотры, круглосуточный мониторинг ситуации по распространению коронавируса, информирование работников. Обеспечивается запас дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты. Дефицита в оборудовании, в средств защиты в СИЗах нет. Мы имеем резервы на 2-3 месяца вперед и помогаем также району, помогаем детским садам, школам. Ну, в принципе, всем, кто к нам обращается. И самое главное, что был отклик от самого коллектива. Внутри коллектива мы даже на первом этапе, когда еще не имели там серьезных бактерицидных ламп, каких-то там оборудования для дезинфекции, люди своими руками изготавливали какие-то приборы, находя чертежи в интернете и все остальное. Сегодня, конечно, эти вопросы уже решены. На сегодняшний день в «Полюс Алдан» есть все необходимое, чтобы активно противостоять и бороться с ковид. В готовности изоляторы для работников с признаками заболеваний и контактных лиц, обсерваторы с возможностью исполнения трудовых обязанностей. Ведется ежедневный медицинский контроль за состоянием здоровья работников, находящихся на обсервации на больничном с признаком ОРВИ. Дезинфекционные мероприятия проводятся повсеместно, как на производстве, так и в помощь муниципальному образованию поселок Нижний Куранах. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алданский район, Нижний Куранах. В столице региона массово начали проверять пассажиров автобусов на соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Рейдовые мероприятия начались с этого понедельника. Административная комиссия проверяет не только пассажиров, но и водителей автобусов. Также особое внимание уделяют на наличие в общественном транспорте информационных стендов, соблюдение других санитарных требований, дезинфекция, санобработка и так далее. По словам руководителя предприятия «Союзавто» Андрея Косицкого, в основном жители и гости столицы соблюдают масочный режим. Этот показатель на сегодня вырос до 80% по сравнению с предыдущими месяцами. Пока специалисты административной комиссии проводят профилактические беседы с гражданами без применения каких-либо штрафных санкций, но уже буквально на днях к ним присоединятся сотрудники правоохранительных органов. В этом случае меры будут ужесточены в отношении нарушителей и будут применены административные штрафы от 1000 рублей до 30 тысяч. Нами были проверены 29 маршрутных автобусов, разных автобусов, там 1, 4, 35, 19, ну и так далее, в которых находились 267 пассажиров, из которых только 4 пассажира не соблюдали масочный режим, в отношении которых были проведены профилактические беседы о строгом соблюдении масочного режима. Ну и были проверены сами водители, естественно. Все водители соблюдали масочный режим. К другим новостям. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Йосихиде Суга в ходе встречи выразили уверенность в том, что Олимпиада в Токио пройдет летом 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса.
Бах заявил, что МОК сделает все возможное для того, чтобы как можно больше иностранных участников игр были вакцинированы в своих странах. Он также заверил, что все расходы по вакцинации членов спортивных делегаций МОК возьмет на себя. Летние игры в Токио стали первыми в истории отложенными в мирное время. Напомним, что Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа этого года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название игр Токио 2020 будет сохранено. За 3 месяца премьер-министр Михаил Мишустин намерен оптимизировать государственный аппарат страны. Новая попытка административной реформы начнется с 1 января, а ее результаты будут известны к 1 апреля будущего года. Об этом глава Кабинета министров заявил на совещании с вице-премьерами России. Сократить количество госслужащих в стране пытались несколько раз за последнее десятилетие. За 2011-2013 годы планировалось урезать их численность сразу на 20%. В 2016 году к вопросу снова вернулись, постановив сократить штат на 10%. Однако из данных Росстата всякий раз следовало, что установленные показатели не достигались. Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти, отметил глава правительства России Михаил Мишустин. Также в Ленске после ремонта торжественно открытое реанимационное отделение. Это стало возможным благодаря действию в районе программы «Поддержка здравоохранения». В ее рамках Ленской ЦРБ из районного бюджета ежегодно выделяется 29 миллионов рублей. В этом году на эти деньги было решено приобрести новое современное оборудование для реанимации. Это 6 аппаратов ИВЛ, 6 современных функциональных реанимационных кроватей, мониторы для слежения за тяжелобольными, кислородные концентраторы, аппараты УЗИ, передвижной аппарат рентген и многое другое. Ну и уже за это время, практически вот с момента открытия, монтажа вот этого всего оборудования медицинского, у нас, в принципе, уже прошло немало пациентов. И выписаны они практически в удовлетворительном состоянии. Да, мы поработали на этом медоборудовании. Оборудование себя хорошо показало. Международный день недоношенных детей ежегодно отмечают сегодня по всему миру. Цель этой даты – повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей. Ежегодно в России на свет, по данным, появляются около 100 тысяч недоношенных детей. Они чаще всего страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы с обучением. Врачи уверены, если ребенок родился, он должен жить, а их задача – помочь ему в этом. Всероссийская акция «Мне не фиолетово» проходит в городах более 30 регионов страны, также сегодня, 17 ноября. Также в акции примет участие столица республики. В честь Всемирного дня недоношенных детей в городах России включат фиолетовую подсветку в знак солидарности с семьями с недоношенными детьми. В Якутске подсветку включат на телебашне и на световом фонтане на площади Орджоникидзе. Это будет с 8 вечера до 11 часов по местному времени. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами, будьте в курсе. С Якутией 24. Берегите здоровье, носите маски.